Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что по судьбе на будущей неделе? Что ждет вас в следующие 7 дней? И если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на себя, назовите свое имя, так и спросите, что по судьбе на будущей неделе. И давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои дорогие, в конце видео, кто со мной делает обряд на 7 лет благополучия, я вам оставлю информацию, что делать дальше, в какой день и что. Так, теперь переходим к гаданию. Здесь у вас распределение идет в самом венце, вернее не в венце, а в основании. Идет распределение каких-то благ. Это не дележка, а именно распределение, честное и справедливое. Будете с кем-то что-то делить, какой-то результат ваших трудов, может быть, какие-то там первые плоды чего-то, по работе связано, может быть, будете распределять какую-то помощь. То есть идет групповая работа, когда люди очень так четко, слаженно работают, и они распределяют как-то по справедливости, чтобы всем досталось и чтобы никто не был обижен. То есть у вас выходит роль человека, который делает какое-то доброе дело. С чем это будет дело связано? Я вижу, что с какими-то ресурсами. Это могут быть деньги, это могут быть действительно какие-то вещи, продукты, но вы все-таки выходите более как главенствующей роли. Либо на вас как будто бы надеются те, кто рядом с вами, либо кому вы будете это все распределять. Если вы работаете в сфере, пересчитываете деньги, либо вы даете, может быть, зарплату, считаете эту зарплату, будьте внимательны. Здесь большой объем работы идет, и риск, там что-то где-то не досчитать, либо как-то кого-то обделить. То есть нужно быть полностью сконцентрированным на то, что вы делаете. Если речь идет о действительно каком-то распределении каких-то благ между вами и другими людьми, то будьте тоже внимательны, смотрите, чтобы вас все-таки где-то там не ужали и не обделили, уже вас. Так, но результаты будут, и будет что делить. Это прям важно для вас. Может быть, ждали, может быть, долго надеялись. Пожалуйста, эта ситуация приходит. Так, человек издалека держит к вам путь. Либо человек приедет, причем не пустой. То есть у него какой-то груз с собой есть. У кого-то груз, а у кого-то, может быть, не один, а еще 2 человека вместе. Либо будет человек вам напрашиваться в гости, говорит, что я хочу к тебе приехать, я хочу тебя проведать. Какой такой разговор пойдет. Но желание здесь очень сильное, и он прям уже на волне к вам туда спешит, в ваш дом. По правой стороне у меня вы красивая, быть вам очень красивой на следующей неделе, чувствовать себя королевной. У вас 2 задачи, либо 2 дела в руках. Вы очень умело с этим всем справляетесь. То есть я не вижу тут каких-то осложнений. Что связано с вашими делами, с вашими какими-то задачами, все будет получаться, потому что вы полны сил, вы полны энергии. Вы действительно человек, который и умеет, и знает, что делает. Так. По поводу отношений. Если мужчина провинился накануне, ваш мужчина, какие-то поступки, может быть, не совсем хорошие совершил, то мужчина, он, пожалуйста, с чашей любви будет к вам идти, будет вас уговаривать, извиняться, прощения просить, и всячески стараться выслужиться перед вами, чтобы вы, видите, сменили гнев на милость, простили, приняли обратно в свои объятия. Девчонки, кто, может быть, не в паре, не в браке, но есть человек, который вас обидел, мужчина, например, неважно, по какому поводу это отношение, либо просто
там коллега на работе что-то себе лишнее позволил. На этой неделе будет человек бросать все свои силы, всю свою энергию, чтобы перед вами извиниться. То же самое может быть и с детьми, и то же самое может быть там с начальством, да, либо с соседями. То есть к вам человек идет с чашей, то есть человек вам предлагает, говорит: вот, пожалуйста, великая госпожа, прими мои дары, прости меня, там был неправ, там, либо была неправа. То есть как бы вы будете вот вершить чью-то судьбу, да, принимать, прощать, либо нет, воздержаться, типа пока еще я злюсь. Так, а для тех, кто у меня в паре, в браке долго живет, берегитесь женщин, берегитесь женщин. Значит, у вас тут какое-то либо мероприятие, может быть, вы куда-то пойдете, может быть, ну вот вместе вы будете. Видите, у меня здесь две пары. Одна пара близко друг к другу, а вторая вот на вытянутой руке находится. Две пары. Возможно, вот женщина, которая, например, там замужняя, не в очень счастливом браке, попытается привлечь внимание вашего супруга. Может быть, даже какие-то поползновения будут, да, со стороны какой-то женщины. Здесь, мои хорошие, нужно реагировать резко, дерзко и бороться за свое. Очень важно вот в первый, да, момент поставить на место вот эту выскочку, чтобы она больше уже и не думала, да, не то чтобы не делала, даже и не думала в сторону вашего мужчины смотреть. Здесь прям риск идет. Особенно, еще раз говорю, если вы будете посещать какие-то вот места, может быть, пойдете в кафе, в ресторан, может быть, у вас какое-то мероприятие будет, там праздник какой-то, да, ну, кто-то будет проявлять интерес. Вот, берегите свое, берегите свою половиночку. Для мужчин нужно быть, конечно, подальше от бутылки и подальше от каких-то вызовов и челленджей. То есть мужчину могут, знаете, как на слабо взять. А, ты слабак, а ты не можешь. Вот мужчина там загорится, скажет: да я, и может попасть в нелепую ситуацию. То есть если вы знаете, что ваш мужчина горячий, что его можно, вот знаете, такой азартный, что его можно вот зацепить таким крючком азарта, постарайтесь, ну вот прям придержать его при себе, либо дайте ему строгий наказ, не влазить ни в какие ситуации, вот именно на этой неделе. Потому что из-за какой-то глупости может попасть в нелепое состояние, ну, либо даже понести какие-то потери. Понимаете, как там люди спорят, там что-то делают, да, лучше не надо, лучше воздержаться. Если вы, мужчина, меня смотрите, вот прям в ближайшие 7 дней избегайте этих ситуаций. И если кто-то начинает там вас дразнить и говорит: а, ты слабак и прочее, просто игнорьте. Вот представьте, что у вас нет ушей, и вы ничего не слышите. Поверьте, вот для мужчин на этой неделе вот все, что касается фарта, немножечко вам недоступно. Ну, так бывает, да, не ваша эта неделя, поэтому береженого Бог бережет. Я вам подсказала. Ну, женщина, вы своим мужчинкам тоже скажите, чтобы они не влазили в такие вот споры и подальше держались от азартных каких-то вызовов. Дальше, мои хорошие, по поводу работы хочу сразу сказать. На работе, в принципе, никаких таких серьезных эксцессов не будет, разве что у кого-то начальник начнет дурить, сходить с ума. Как это будет, я не могу сказать. Но поведение вашего вот человека главного, да, будет казаться каким-то, ну, глупым и абсурдным. Причина непонятна, что будет делать непонятно, но я думаю, будет желание, знаете, как посмотреть и покрутить у виска пальцем, да, ну, сумасшедший. Вот. Держите свои эмоции под контролем. Это временная ситуация, временное помутнение. Может быть, он будет людей задирать, может будет там, знаете, как там строить из себя что-то, может там угрожать будет, либо там что-то рассказывать там страшное, фатальное. Это все пустое. Пустое, да, вот белочка пришла, на плечики села, пока хвостиком глаза ему прикрыла, он так себя ведет. Пройдет время, остынет, успокоится, все нормализуется. Не спешите там писать заявление, уходить, там, на опережение что-то делать. Этого делать не нужно. Если вы на новой работе, только вот недавно поступили на новую работу, тоже может быть какой-то момент вот со стороны начальства, момент напряжения. То есть к вам это никак не относится. Но вот какая-то атмосфера, либо какой-то выпад начальника, да, в сторону там подчиненных может немножечко вас, ну, вот прям
поставить перед вопросом, да, правильное ли я место пришла, стоит ли мне здесь оставаться. Оставайтесь, знаете, что там что-то случилось с человеком, потерял контроль, немножечко там не в себе, да, из колеи его выбило. Но это временно, не переживайте. Так, кто у меня хотел идти учиться, либо уже пошел учиться, вы учитесь, ни в коем случае не останавливайтесь. Если что-то где-то непонятно, если вы понимаете, что у вас не получается, идите, спросите, переспросите, потренируйтесь, попробуйте дома сами, самостоятельно, либо попросите более удачливых товарищей вам показать, не стесняйтесь этого, вам не стоит бросать вашу учебу, и если вы уже этим занимаетесь, занимайтесь. Поймите, что там с первого раза, да, там профессионалами не становятся. У единиц только получается с первого раза, и то не факт, что они там дома не тренируются. Поэтому, мои милые, вы на правильном пути, проходите свое обучение, ничего там себе дурного не думайте, останавливаться вам не стоит. Вот это знание, да, вот это обучение для вас в будущем будет очень-очень важно. Не делайте фатальную ошибку, не останавливайтесь. Вот об этом я хотела вас предупредить. Так. Важные дела у вас тут выходят. Тут у вас выходит 3 важных дела. Связанные, я не могу сказать с чем, но у вас выходит 3 дороги. 3 дороги. И одна дорога вообще на изи у вас идет. Пошел, сделал, вернулся. Вторая дорога у вас какая-то с блоками. То есть там могут быть препятствия на пути. То есть вы будете ехать, там может быть трафик, пробки. Может быть, еще какие-то осложнения, вот именно с дорогой связаны. Но все равно доедете и сделаете. Будет желание, конечно, вернуться. Вы это желание в себе подавляете и дело свое доделаете. А вот 3-я дорога у вас, к сожалению, растянется. Растянется на дольшее время, чем вы рассчитывали. То есть, возможно, вы столкнетесь с бюрократией. Возможно, столкнетесь, что вам чего-то не хватает, каких-то документов, справок, знаний, да, как это дело сделать. Ничего фатального нет, просто там не за неделю управитесь, а, например, за 10 дней. То есть все равно это дело вы сделаете. Не расстраивайтесь, если что-то не получается. Почему-то вот идет такая энергетика, что вы такой человек, вот если не получается, сразу даете заднюю. То есть, ну, не получается, значит, не буду, не мое. Вот так относиться к жизни нельзя. Нельзя. Наоборот, вот эти все препятствия должны вас мотивировать, да, вот этот азарт вам давать, что нет, а я сделаю, нет, меня не остановить, я хочу, и я буду. Вот настраивайте себя именно на такой лад. Так, мои хорошие, по поводу еще дорог хочу сказать, мне не очень мне нравится темное время суток. Здесь, в принципе, если вы женщина, если вы в темное время суток ходите там, через какие-то посадки, через какие-то плохо освещенные там, подворотни, меняйте свой маршрут, меняйте, либо пристраивайтесь к людям. Вот идут люди в вашу сторону, попросите этих людей вас сопроводить. Ничего в этом плохого нет, это не стыдно, это нормально. Нормальный человек никогда не откажет, всегда поможет. И если у вас выходит путь короткий через подворотню темную, либо путь более, ну, скажем, такой окружной, но по светлому. Идите, конечно же, по светлому, там, где есть хорошее освещение, где ходят люди. Я не могу сказать, чем связано это предупреждение. Ну, в принципе, я думаю, и не надо это знать, чтобы вы там раньше времени не пугались. Просто это как рекомендация идет. В одиночестве, в темных подворотнях не шастать. И то же самое, если там какая-то лесополоса. Если у вас выбор там пройти за 15 минут, либо пройти за 5, выбирайте лучше за 15. Ну вот так, чтобы гарантированно, что в безопасности. Так, покупки у нас идут, покупки будете покупать, сумки полные. Причем покупки вы будете с кем-то совместно совершать, либо вы будете покупки совершать не только для себя, но еще для кого-то. А возможно, вы пойдете там, в магазин делать закупку на неделю и встретите кого-то из ваших знакомых, да, кого-то из ваших приятелей. Вместе проведете время. В принципе,
Знаете, время пройдет быстро, купите то, что хотели, то, что запланировали. Спонтанных покупок я у вас не вижу. Не вижу я у вас и каких-то серьезных трат на этой неделе. Тоже нет. Если у вас какие-то платежи по кредитам, либо еще какие-то обязательные платежи, то есть вы их совершите, то есть без всяких проблем ничего там не возникнет. По поводу денег. Я не вижу поступления денег. Если будет поступление денег, оно будет незначительное. Но я не вижу, чтобы вы нуждались. Вижу я, что вам будет оказана помощь. Кем, чем, что это будет, я тоже не могу сказать. Но то, что это будет приятно, я вижу. То есть у вас в правой стороне выходит, в принципе, замечательно. Так, вот интересная ситуация у вас выходит, связана с вашей какой-то мечтой, с вашей какой-то реализацией, задумкой какой-то вашей. Какие-то планы, может быть, грандиозные. Планы сырые, вот сразу говорю, сырые, и мечта, скорее всего, сырая. Попытка, да, неподготовленному человеку взять какую-то там прям нереальную высоту. Понятно, что она не увенчается успехом. Это не потому, что ваши мечты неосуществимы. Это потому, что вы не готовы в сегодняшнем дне, да, к реализации своей мечты, либо к осуществлению того или иного плана. Что-то где-то не продумали, что-то где-то не просчитали. Чтобы не разочароваться, на этой неделе постарайтесь больше концентрироваться на планировании, на просчете вашего пути. Это будет гораздо лучше. Возможно, вы обнаружите какие-то узкие места, и вам нужно будет обращаться к специалистам, которые будут вам помогать эти узкие места перекрывать. Так. Здесь будет очень интересный разговор с мужчиной. Мужчина, может быть, будет немножечко пьяненький, такой, знаете, бухенький. Что-то будет вам рассказывать. Много интересного для себя узнаете. Но не принимайте все за чистую монету. Вот это высказывание, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, в данном случае не работает. У человека будет какое-то огромное желание произвести на вас невероятное впечатление. И тут его понесет какие-то невероятные дали и просторы, будет вам там кучу всего наговаривать, вы сразу делите на 16. Вот не ошибетесь, все, что вам будет говорить этот человек. Так, еще для дамы. Дама у меня тут такая выходит очень красивая дама, самостоятельная, свободная, любит жизнь, жизнерадостная. У вас появится новый кавалер, причем тайный. Кто-то начнет там цветочки вам таскать, кто-то, может быть, что-то анонимно начнет писать, там, лайкать все ваши фотографии. Ну, в общем, начнет проявляться мужчина. Вот, не заморачивайтесь по поводу этого мужчины. Этого мужчину вы знаете. Он просто знает, как вы к нему относитесь, и не желает раньше времени себя афишировать. Вот. Так что, девочки, наслаждайтесь вниманием. И еще раз говорю, этого человека вы 100% знаете. Для вас не будет сюрпризом, когда он свою личность раскроет. То есть это ожидаемо, что он за вами будет ухаживать. Так, кто у меня работает с документами, какие-то вот документы, цифры, да, вот с такими вещами человек работает, либо вам на этой неделе предстоит работать с документами, с цифрами. Внимание, еще раз внимание, полная концентрация, не ленитесь, проверяйте, перепроверяйте. Здесь могут быть какие-то путаницы, ошибки, может быть, даже не ваши. Вот человек вам передает документы, человека вы знаете, доверяете, человек взял и ошибочку совершил. Понимаете, чтобы не нести эту коллективную ответственность, лучше все перепроверяйте. Ну, для вас это, конечно, затраты по времени, но для вашего душевного спокойствия и для морального настроя это очень важно. Так, кому-то вот прям по судьбе какую-то вершину взять. Вершину, непреодолимую вершину. Ну, тут жизнь, как, знаете, перед фактом поставит, что надо постараться, нужно себя проявить и действительно взять эту вершину. Будет нелегко, сразу предупреждаю, нелегко. Возможно, даже понадобится чья-то помощь. И знаете, помощник сразу же найдется. Только дай клич. Вот повернетесь, говорите, мне нужна помощь. Опа, сразу рук-лест. Я, все хотят вам помочь. То есть благодаря
тому, что это дело уже, как знаете, нельзя откладывать. Благодаря тому, что появится надежный помощник, вы справитесь. Справитесь, причем справитесь очень успешно. Вот прям достижение у вас идет на этой неделе. Это, скорее всего, уже там самый конец недели. Так, еще придут хорошие новости о чьем-то самочувствии, о здоровье. Это не ваше, это кого-то вот из ваших, может быть, знакомых, родственников, да, кто себя плохо чувствовал. Придут хорошие новости, что человечек начинает вставать, пошел на поправку, да, там улучшения пошли. То есть будет повод еще и порадоваться. Так, еще смех идет. Но это, скорее всего, суббота-воскресенье, да, какие-то вот либо посиделки, либо какие-то хорошие новости, хорошее настроение. Будет смех, будет чему порадоваться, будет с кем порадоваться. У кого-то вообще душевная компания. Посидите вот там, в дружном маленьком коллективе и посмеетесь от души. То есть с позитивом вы заканчиваете эту неделю. По поводу детей. С детьми тут у нас все более-менее нормально. Никаких таких особых эксцессов не вижу. Ну, все как обычно. Да, там проблемы в школе. Кто там не слушался, не слушается. Ну, без изменений. Понимаете, без изменений. Самое лучшее — это когда без изменений. Вот. Возможно, кстати, на детей потребуются какие-то определенные суммы, да, затраты потребуются. Что-то нужно будет купить, докупить, либо на что-то нужно будет деньги сдавать. Ну, в принципе, опять же, без изменений, да, так всегда происходит. Так, ну, в принципе, все, что я хотела вам сказать. Так что, мои хорошие, берегите себя. Пусть Боженька вас хранит. По поводу обряда. Смотрите, в понедельник, в первый день недели, вы должны будете достать все свои 7 монеток, достать их из тряпочки, ну, в чем храните, да, из мешочка, и положить эти монетки между 2 купюрами. Значит, какие купюры нужны? Самая маленькая и самая большая. Вот что у вас есть в кошельке. В свой кошелечек смотрите, берете самую маленькую купюру, ну, номиналом, да, и самую большую. Денежку на маленькую выкладываете, а сверху вот так закрываете большой. Единственное, что это нужно будет делать вам в 7 утра. Не поленитесь. Ну, в принципе, кто работает, я думаю, проблем не будет. В 7 утра вот прям положите на стол, либо в укромное место, чтобы никто не трогал. Вот это очень важно, чтобы никто не трогал эти денежки между купюрами. Слова я заговора вам напишу под видео. Ничего сложного, ничего больше делать не надо. У вас эти денежки с 7 утра до 7 вечера лежат между купюрами и набираются энергетикой. На этом, мои хорошие, все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.